Как шекспировская Джульетта дарила миру свою любовь, так и наша землячка Джульетта Тутаева вот уже 7 лет отдает всю нежность и заботу своим розам. Именно с них началась ее личная цветочная сага. На относительно небольшом участке дворовой территории женщина разбила красивый сад. Более 100 разновидностей цветов, самых разных, однолетних и многолетних. Гортензии, петунии, лилии и гиацинты соседствуют с ромашками и такими растениями, как магнолии и колокольчики. Ухаживаю сама, потому что там особая любовь должна быть к растениям, но дети там не очень. Даже бывают недовольны, что я слишком много времени им уделяю растениям больше даже, чем им, как им кажется. Но ухаживаю сама. Даже скажу честно, во дворе косилкой работаю я сама, а дальше весь двор уже на мальчиках. Начинала буквально с нескольких кустиков, училась на своих ошибках, читала литературу, советовалась, делится Джульетта. Главное – это любовь к земле и терпение. Видеть, как из маленького ростка вырастает такая красота – это ни с чем не сравнимое чувство. Да, ошибок было много, потому что и потерь некоторых растений тоже было, причем дорогие растения. Пропадал, вроде бы думала, вроде бы и это сделала, вроде бы все сделала, потом заходила в Google, интересовалась, почему же все-таки, и потом бывало, что повторно покупала, уже все, уже получалось уже. Вот как вот в случае с крупнолистными гортензиями первые 3 года я все делала неправильно, оказывается, и потом уже через интернет, когда начала изучать, потом уже поняла, что я делала неправильно, и теперь уже они у меня без проблем все растут. Джульетта Тутаева подошла к оформлению своего двора не менее творчески. Работа в этом саду почти никогда не останавливается. Хозяйке всегда есть чем заняться. А сад отвечает за это благодарностью и радует глаз. В случае победы в конкурсе женщина уже знает, на что потратит средства. Растения у меня уже есть, хотя уже нету места практически, куда их сажать. Но когда я вижу какое-то красивое растение, я уже мысленно ищу место, куда я его посажу. В крайнем случае большой кашпо, думаю. Да, так, если получится деньги, обязательно сначала часть нужно сарин, это обязательно. Так, остальное в семью, вот, на растения, как я сказала, которые у меня уже в предзаказе есть, обязательно нужно выкупить их к осени. Напомним, конкурс-фестиваль цветов состоит из 2 этапов, первый из которых отборочный. Недавно стартовал второй тур, который продлится до 28 августа. Сейчас строгая, но справедливая комиссия оценивает конкурсантов. Эксперты обращают внимание на разнообразие, оригинальность, ухоженность цветников и, конечно же, на общую гармонию композиции. Труд, креатив, подход, декоративное оформление, ландшафтное оформление, количество разнообразия выращиваемой ими продукции, а также подход, когда человек сам делает руками, это, конечно, комиссия более акцент делает и на это. Фестиваль цветов инициирован главой республики Махмудом Али Калиматовым. Он проходит 3-й год подряд. Цель – оказание поддержки, поощрения и выявления творческого потенциала, привлечение жителей к цветочному оформлению и озеленению городских и сельских территорий. Количество конкурсантов с каждым годом растет. Понятно, что показать свои достижения, обменяться опытом, и получить за это поощрение, конечно, это стимулирует наших заявителей. Средства на поощрение победителей выделили из Национального фонда развития регионов. В конце августа мы узнаем имена 10 победителей, которые разделят между собой призовой фонд в 1 миллион рублей. Амина Зязикова, Билал Ахильгов, Магаз 24.